Добрый день, уважаемые зрители Туркменпортал. Сегодня у нас в гостях глава австрийско-туркменского общества доктор Неда Леонидовна Бергер, прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад к мероприятиям в честь 300-летия Махтумкули Фраги. Неда Леонидовна, приветствуем вас. Расскажите, как проходит ваша рабочая поездка в Ашхабад. Спасибо большое. Во-первых, я хочу сказать салам Туркменистан, салам Ашхабад, салам Туркменпортал. Я хочу передать самые наилучшие пожелания из Вены, из Австрии, австрийско-туркменского общества, от всех его членов, потому что в нашем обществе ведущие туркменские и австрийские компании, их главы входят в правление. Еще раз хочу сказать салам Туркменпортал. Неда Леонидовна, текущая поездка ваша была посвящена празднованию 300-летия туркменского поэта, философа Махтумкули Фраги. Расскажите, в каких мероприятиях вы приняли, что увидели интересного в Ашхабаде? Я нахожусь с рабочим визитом в Ашхабаде уже в течение 2 недель. За эти 2 недели произошли для меня лично большие, очень трогательные события. На следующий день после моего пребывания в Ашхабаде меня прибыл уважаемый президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов. Я хочу выразить уважаемому президенту большое спасибо за то, что он нашел время принять меня. У нас состоялся очень конструктивный разговор, который касался усиления взаимодействия между нашими 2 нейтральными государствами, между Туркменистаном и Австрией. Были обсуждены многие проблемы. Это культурная дипломатия, это Венский бал. И хочу особо подчеркнуть, что принято решение о проведении 6-го Венского бала и 2-го Венского бала в умном городе Аркадаге уже в октябре текущего года. Неда Леонидовна, я хотел бы еще узнать, и читателям тоже, зрителям будет интересно, о вашей инициативе, о создании Дома Австрии в Ашхабаде. Можете об этом подробнее рассказать, пожалуйста? Конечно, я не могу не вспомнить о недавно прошедшей юбилей в Вене и за бесценный для меня подарок. После этой встречи у меня состоялась встреча с уважаемым героем Аркадага, национальным героем Туркменистана Гурбангалы Бердумухамедовым. Это была очень трогательная для меня встреча. Уважаемый Аркадаг еще раз поздравил меня с моим юбилеем, который состоялся 2 апреля в Вене. И, конечно, я опять поблагодарила его за его бесценный подарок к моему юбилею, книга моих стихов на 4 языках: русский, туркменский, английский и немецкий. И, конечно, это не только мои стихи, которые я посвятила Туркменистану, герою Аркадагу. Это его вступительное слово на 17 страницах, которое он посвящает австрийско-туркменскому обществу и лично моему вкладу в укрепление взаимоотношений между 2 странами. И с героем Аркадагом состоялся очень конструктивный разговор, касающийся дальнейшего взаимодействия между нашими 2 странами. Это также проведение, как я и сказала до этого, 6-го Венского бала в Туркменистане, 2-го Венского бала в городе Аркадаг. И, конечно, обсуждался вопрос, это был связан с моей инициативой, с которой я выступила, о создании Дома Австрии в Ашхабаде в будущем году, потому что будущий год 2 большие даты. Это 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана и 70-летие постоянного нейтралитета Австрии. Мне кажется, что Дом Австрии, который мог бы быть единственным в своем роде, могло включить в себя много направлений. Это культура, это гуманитарные отношения, это просвещение, это экономика, бизнес, строительство, медицина, еще очень-очень много направлений. Я озвучила эту идею австрийско-туркменского общества во время недавнего рабочего визита в Австрию министра иностранных дел Рашида Визгельдиевича Миредова. Я, конечно,
16 лет австрийско-туркменскому обществу, 15 лет туркмено-австрийскому симфоническому оркестру «Галканыш», который был создан по инициативе уважаемого Аркадага, тогда президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ноябре 2008 года. Это был его первый официальный визит в Австрию. Все 16 лет поддержка всех инициатив австрийско-туркменского общества уважаемым Гурбангулы Бердымухамедовым. Это не только туркмено-австрийский симфонический оркестр, это все наши инициативы. И я хочу воспользоваться случаем и еще раз поблагодарить уважаемого Аркадага за эту поддержку и за такое чуткое отношение ко мне лично. Конечно, это книга с его предисловием. Спасибо огромное. Вы очень много интересного рассказали. Нашим читателям, уверен, очень будет полезно это услышать. Неда Леонидовна, а непосредственно о Махтумкули вы принимали участие в конференции, зачитали новое стихотворение, написанное вами. Может быть, об этом пару слов расскажете нам? С большим удовольствием. Великий Махтумкули, его произведения, его стихи известны и в Европе, в том числе и в Вене, в Австрии, и в прошлом году, и в этом году. В Вене мы проводим при поддержке посольства Туркменистана в Австрии конференции, посвященные великому Махтумкули. Великий Махтумкули, его 300-летие, это, конечно, основатель новой поэзии, нового языка туркменского народа, который доступен всем. Махтумкули всю свою жизнь выступал за единство Туркмении, за мир. Это человек, который столько сделал для своей страны, для Туркмении. И, наверное, это понятно, что он является основоположником политики Туркменистана, нейтральной демократической страны, которая с таким успехом претворяется в жизнь уважаемым Аркадагом и президентом Туркменистана. Махтумкули – это великий сын туркменского народа, так же, как и Аркадаг. И, конечно, я во время конференции первый раз познакомила всех собравшихся с моим новым стихотворением. Это совершенно новое стихотворение, которое я посвятила 300-летию великого туркменского поэта и мыслителя под названием «Махтумкули Фраги и твой герой Аркадаг». Махтумкули и твой герой Аркадаг. Сколько прошло столетий, сколько пройдено дорог, сколько пережито тревог, сколько пережито печали, сколько пережито потерь. Но мы все выстояли, мы живем. Твое прошлое – это наше настоящее. Твоя судьба – это наше время. Ты и мы – это наш золотой век. Твой Махтумкули, ты предвидел единство Туркмении, ты предвидел мир Туркмении. Твой герой Аркадаг, он возрождает Туркмению, он дарит людям мир. Твой Махтумкули и твой герой Аркадаг, его душа и твоя душа, они навсегда вместе. Твой Махтумкули и твой герой Аркадаг, его мечты и твои мечты, они живут рядом. Эпоха могущества и счастья, эпоха мира и добра, эпоха жизни и любви. Да здравствует нейтралитет и мир Туркмении. Да здравствует Махтумкули Фраги. Да здравствует герой Аркадаг. Вас не забудет Туркмения. Вас не забудет ваш народ. Вы будете жить вечно. Спасибо. Thank you very much.
потому что я вижу много параллелей между этими двумя великими людьми. Гуманизм, мир, любовь к своему народу, к единству Туркменистана. Вижу очень много параллелей между эти две великие личности. И я заканчиваю стихотворение такой строчкой: «Вас не забудет Туркмения, вы всегда останетесь в памяти народа». Потрясающие, очень трогательные строчки. Неда Леонидовна, на встрече с уважаемым героем Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым обсуждались не только крепкие культурно-гуманитарные отношения, но также и деятельность общества за последние 16 лет. А это в том числе и сплочение бизнеса. Очень много австрийских компаний в Туркменистане реализовывали проекты, много намечено впереди. Расскажите о бизнес-проектах, новых членах, возможно, общества, что планируется? Как я уже сказала, членами австрийско-туркменского общества являются крупные ведущие фирмы, как в Австрии, так и в Туркменистане. Это дает возможность общения, организации презентаций и по онлайну. Особенно это было явно выражено во время пандемии в течение 2,5 лет, когда было невозможности приехать в Туркменистан. Туркменским бизнесменам было невозможно приехать в Австрию. И, конечно, мы мост взаимопонимания, взаимоотношений и в бизнесе. Опять хочу упомянуть, что директора и туркменских, и австрийских компаний входят в правление австрийско-туркменского общества. Конечно, при встрече с героем Аркадагом обсуждались и вопросы бизнеса, и более обширного привлечения австрийских компаний в Туркменистан. Сейчас начата вторая очередь строительства города Аркадаг, и, конечно, и австрийские компании готовы принять участие в этом новом проекте. Я хочу особо подчеркнуть, обсуждались две сферы деятельности бизнеса. Это строительство. Членом австрийско-туркменского общества является крупнейшая фирма мирового значения «Вагнер Бюро Стиль и Глаз». Это строительство фасадов, строительство на очень большой высоте из стекла и стали. Крупнейшие объекты этой фирмы возведены за 170 лет. Фирме исполняется в этом году 170 лет. В Абу-Даби, в Дубае, в континентальной Европе, в Англии. Это аэропорт Гейдара Алиева в Баку. Это надо очень много времени, чтобы назвать все эти проекты. Фирма Вагнер Бюро готова принять участие в этих проектах. Уже сделали большую разработку и проектов, и мы ждем дальнейших переговоров конкретно по этим двум проектам. Следующую фирму, которую я могу назвать, это в сфере медицины. Это фирма Дипромед. Они делают экспресс-тесты для диагностики. Первая поставка уже была, когда началась пандемия, для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности. Эта поставка была осуществлена, первая большая поставка, в январе 2021 года. Сейчас мы готовимся подписать новое соглашение с Министерством здравоохранения. В этой связи хочу сказать, что 5 июня в Вене открывается межправкомиссия Туркменистан-Австрия. Приезжает большое количество делегатов. Это, конечно, министерство, ведомство из Туркменистана. Встреча проводится в Федеральной палате экономики Австрии и в Министерстве труда Вене. Мы надеемся, что будут подписаны меморандумы и новые соглашения, в том числе с фирмой Дипромед. Вопросы, эти две фирмы были обсуждены и во время встречи с уважаемым Аркадагом, и во время встречи с уважаемым президентом. Это серьезные дела, большие проекты. Желаем от себя успешного проведения всех переговоров. И хочется еще добавить, что сегодня также состоялось подписание меморандума между австрийско-туркменским обществом и Туркменпорталом. Я хочу пару слов, разрешите, дорогие читатели и зрители, сказать о Туркменпортале. В течение всех 16 лет Туркменпортал постоянно освещает все наши проекты. Все 16 лет. Это венские балы, это Туркмено-австрийский симфонический оркестр, это моя деятельность. Это вы даете прекрасную рекламу для членов австрийско-туркменского общества, австрийских компаний. И я хочу воспользоваться случаем, выразить огромную благодарность руководству, директору Туркменпортала за это взаимодействие. Я сама
как вы, наверное, знаете, уделяю большое внимание работе средств массовой информации. В течение многих лет я аккредитована как журналист по Туркменистану в пресс-службе канцлера, премьер-министра Австрии. В ноябре прошлого года меня аккредитовали в пресс-службе Министерства иностранных дел Туркменистана. У меня получается двойная аккредитация, потому что одной из своих личных задач я ставлю борьбу с неправильным изображением событий, которые происходят в Туркменистане, потому что фейк-ньюс заполонили пространство. Мне кажется, это большая задача, которая должна стоять перед всеми журналистами и других средств массовой информации. Правильное освещение событий в дипломатии, в политике, в бизнесе, в экономике, которые происходят у вас. Как вы знаете, мы издаем уже очень давно сайт, хомпейдж Австрийско-туркменского общества на 3 языках – немецкий, английский и русский, который читает больше 30 странах мира для правильного освещения событий, которые происходят в Туркменистане. Я очень рада, что Туркменпортал принял приглашение мое лично и правление Австрийско-туркменского общества, и рада приветствовать вас как членам Австрийско-туркменского общества. Мне кажется, это дает возможность регулярного обмена информационным потоком между австрийско-туркменским обществом, между Туркменпорталом, что означает информационный поток между Австрией и Туркменистаном. И Туркменистан, и Австрия – мы нейтральные государства. Очень мало в мире нейтральных государств. И мне кажется, что это замечательное будет тесное сотрудничество. Еще раз благодарю Туркменпортал за 16 лет взаимодействия с Австрией, с австрийско-туркменским обществом. И еще раз поздравляю вас с вступлением нашим активным членом. Очень приятно, большое спасибо. Еще хочу сказать, что нам тоже большая честь стать членом такой большой туркмено-австрийской семьи. Неда Леонидовна, подводя итоги нашей с вами доброй беседе, подводя итоги 2 неделям вашего пребывания здесь, в Ашхабаде, хочется отметить, что у вас очень насыщенная и продуктивная получилась программа, много визитов, много важных решений было принято. С каким сердцем вы покидаете Ашхабад сегодня? Вы знаете, как-то всегда хочется плакать, когда я вхожу в аэропорт VIP и покидаю город, который... Меня все спрашивают, ты же не туркменка. Почему ты вообще создала австрийско-туркменское общество? 16 лет назад из Узбекистана я попала в ваш изумительный город. И я влюбилась в ментальность вашего народа, в доброту, в честность. Я очень люблю Туркменистан. Ведь первое мое стихотворение, с которым познакомился тогда президент Туркменистана Гурбангалы Бердымухамедов, это было «Я люблю тебя, мой Туркменистан». Это является названием моей книги. Я действительно люблю Туркменистан. По-моему, все за 16 лет уже в этом убедились. Всегда как-то вот уезжаешь, как будто бы из семьи тебя вырывают. Я, как вы понимаете, очень эмоциональный человек, всегда очень тяжело. Очень много друзей за 16 лет, настоящих друзей. Все как-то хотят плакать, но сдерживаюсь. Я сегодня ночью улетаю, надеюсь, я очень быстро опять вернусь к вам, потому что Туркменистан за эти 16 лет стал моей семьей. Что меня очень радует, это то, что состоится опять Венский бал. Ведь это визитная карточка Австрии. Венские балы известны по всему миру. Теперь известен и Ашхабад. Приедет вице-мэр Вены. Мы проведем дополнительные переговоры и встречи. Я очень рада, что уважаемый Аркадак уже в 6-й раз возьмет на себя патронаж Венским балом. Со стороны Австрии патронаж всегда берет мэр Вены, который является очень сильной политической фигурой в Австрии. И доктор Михаил Людвиг, мэр города Вены, у нас и Вена является федеральной землей. Австрия состоит из 6 федеральных земель, и он является и губернатором федеральной земли Вены, и мэром Вены.
Поскольку у нас теперь будет обмен информацией очень активный, я хочу немножечко остановиться и в своих сообщениях, которые, я думаю, вы публикуете, об Австрии, об Австро-Венгерской империи, о федеральных землях, вообще о политической структуре Австрии. И, конечно, это наша культура. Это великий Иоганн Штраус, это венские вальсы. Мы опять вам привезем дирижера, который является создателем Туркмено-австрийского симфонического оркестра, профессор Вольфганг Харрар, который дирижирует всегда всеми балами, вместе с Клычевым. У них такая совместная работа, это ведь тоже мост дружбы между культурой, между дирижером Клычевым и Харраром. Хочу еще вот сказать, что во время пандемии мы осуществляли мосты дружбы и культуры между Австрией и Ашхабадом. Собирались музыканты вашего симфонического оркестра, у нас собирались члены оркестра со стороны Австрии, и был мост. Этот мост передавали, играли один номер в Ашхабаде, один номер в Вене. Вы можете себе представить, какое это было событие. 2 таких моста дружбы по онлайну мы провели между Веной и Ашхабадой. Конечно, и в Вене отмечают всю эту деятельность, поэтому и мэр Вены всегда посылает своего представителя в Ашхабад, поэтому он берет на себя патронаж. Это ведь тоже очень важно рекламировать, делать ПР и для Ашхабада. Вот я хочу опять сказать, очень жалко уезжать, но я очень надеюсь, что я быстро приеду. Хочу пожелать Туркменпорталу, хочу пожелать президенту Туркменистана, Аркадагу, национальному герою Туркменистана, туркменскому народу мира, счастья, процветания и, самого главного, чистого мирного неба над нашими 2 нейтральными государствами, над Туркменистаном и Австрией. Спасибо большое за такие теплые, добрые слова. Еще раз хотел бы отметить то, что в октябре этого года в городе Аркадаг пройдет уже 6-й Венский бал, и, что символично, в этом году 15 лет исполнилось туркмено-австрийскому симфоническому оркестру «Галкыныш», созданному по инициативе национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслихата Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. На этой теплой дружественной ноте позвольте еще раз поблагодарить вас за вашу деятельность во имя, во благо, в процветание Туркменистана и Австрии. Пусть все ваши дела будут успешны. А я хочу сказать спасибо Туркменпорталу, спасибо всем вам, съемочной группы, конечно, вам лично за то, что провели уже в последний день моего 2-недельного пребывания в Ашхабаде это интервью. Спасибо большое вам и до новых встреч. До новых встреч, дорогие друзья. Смотрите Туркменпортал на всех платформах.